Я вчера много про Бирму рассказывал, и, к сожалению, у меня ничего не сохранилось. Поэтому сейчас попробую, если вам интересно, попробую снова рассказать, уже даже немножко с цифрами. И это, чтобы это потом выложить, пусть пока повисит, наверное, и потом в YouTube это же выложу. Да. Чем эти. В общем, все, я остановился. В общем, тема такая, друзья. Рохинья там появились очень-очень давно. Как минимум лет 300 назад. Есть сведения, что даже где-то там чуть ли не 1000, не 800, чуть ли не 1000 лет назад там рохинья были. Вот это место в старину еще называлось Аракан. Это одна из провинций Бирмы. И рохинья сами, по идее, являются выходцами из соседней страны Бангладеш. Ва алейкум ассалам, Идрисов. Рохинья сами являются выходцами из страны Бангладеш. У рохинья и бирманцев, как бы это сказать, как это слово? В общем, общая непереносимость ухцер фактически. Бирманцы, у них даже разные расы, у них разные религии, у них разный язык. У них разный язык, у бирманцев свой бирманский язык, у рохинья как бы свой язык, который является языком близким к бенгальскому, то есть языком Бангладеш, соседней страны. Эти бирманцы, они монголоидной расы, они немножко узкоглазые, а рохинья, они не узкоглазые, они принадлежат к индоевропейской расе. Да, Авайсов, правильно говоришь. Это есть Восточный Пакистан, который, не помню, в каком-то году получил независимость от Пакистана. Вполне возможно, Авайсов, правильно говоришь, вполне возможно, что специально это и сделали. В общем, получается так, ёк разницу теперь. На данный момент в самой Бирме живет по разным оценкам, разные слышал. Все, что я говорю, это опять же из средств массовой информации. Где-то проходит информация 53 миллиона человек в Бирме, где-то проходит информация 58 миллионов человек. Но, скажем так, более 53 миллионов человек в Бирме проживает. Причем в эти 53 не включен почти миллион бирманцев, которые там проживают. Количество рохинья, прошу прощения. Количество рохинья тоже по разным оценкам, в разных источниках называется по-разному. Где-то называется там около 800, где-то около там 700-800, где-то миллион, где-то 1 100 000. Ну, скажем так, Минкайл, да, где, в общем, скажем так, около 1 миллиона рохинья проживает в этой Бирме. Они являются выходцами из соседней страны Бангладеш. И вот какая ситуация. Бирманцы хотят их выдавить из страны своей. Они не дают им гражданства, они не дают им никаких там возможностей проживать в этой стране. Они их ограничили, даже когда вот не было вот сейчас как бы вот этой резни, не было, скажем так, никаких конфликтных ситуаций. Даже в обычное время они очень сильно подавили вот этих рохинья, не дают им паспортов, не дают им гражданства, не дают им никак развиваться, не дают толком доступа к образованию. Даже чтобы рохинья между собой женились, им нужно там очень большие разрешения получить. И бирманцы абсолютно отказываются принимать. Официально пока ничего нельзя сделать, Михаил. Бирманцы отказываются их признавать гражданами, даже жителями своей страны. Они говорят, что вот ваша страна Бангладеш, убирайте свой Бангладеш.
Вы тут временные, вы тут пришли, убирайте свой Бангладеш, мы вас видеть не хотим, Бахцар. В Бангладеш эти люди уходить не хотят, хотя потому что большинство рохинья как минимум лет 300 уже проживают в этом штате, в штате Ракхайн, который сейчас называется Аракан. Ракхайн и Аракан это в принципе одно и то же. Они это место считают своей родиной, они там давно уже живут, и они не хотят уезжать в Бангладеш, во-первых. Во-вторых, Бангладеш тоже не хочет их принимать. Почему? Потому что в Бангладеш очень дикая ситуация, очень большая, очень проблемная ситуация. Посудите сами. Бангладеш, территория Бангладеш 144 тысячи квадратных километра. 144 тысячи квадратных километра. Ну, грубо говоря, это примерно раз в 9 больше, чем Чеченская Республика. Ну, вот представьте, у нас, допустим, образно говоря, 1 миллион или 1 200 000 здесь проживут. Здесь проживает у нас там 1 200 000, допустим, чеченцев. И представьте себе республику, ну, в 10 раз больше, допустим, чем это. Вот это примерно Бангладеш. Но в этом Бангладеш на эти 144 тысячи квадратных километров проживает 168 миллионов бангладешцев. На 144 тысячах территории. Аслан, Хаусар Дуай, я сейчас пока рассказываю. На этой территории проживает 168 миллионов бангладешцев. То есть это примерно, грубо говоря, как если бы сейчас в Чеченской Республике вместо 1 миллиона жили бы, допустим, 19-20 миллионов людей. То есть катастрофическая нехватка пространства для людей, нехватка, я уже не говорю о рабочих местах, проблем тяга. И это очень отсталая страна. Бангладеш, поэтому каждый лишний человек для них обуза. Они не хотят их принимать обратно. Дальше. Находятся другие страны. Индия, допустим, неподалеку. Индия там приняла несколько тысяч человек, и то временно где-то в лагеря. Он предлагает им дать им статус беженцев, чтобы они в Индии прожились, но Индия тоже их не хочет принимать абсолютно. Малайзия их не хочет принимать, Индонезия не хочет принимать, Таиланд их не хочет принимать. В Таиланде даже сейчас какого-то генерала осудили, по-моему, на 25 лет за то, что он, оказывается, рохинья, которые по морю приплывали в Таиланд, он, оказывается, со своими войсками военными брал, их на кораблях буксировал обратно в море, отбирал моторы, отбирал весла, и просто-напросто оставлял их на стихию, в общем, фактически убивал их. Более того, при посредстве этого таиландского генерала, оказывается, где-то еще были убиты какие-то рохиньи. В общем, даже в Таиланде очень плохо к рохинье относятся. Даже в Таиланде какого-то генерала они своего осудили за это. В общем, очень дикая ситуация. Местные бирманцы рохинья не принимают, и они хотят их выдавить. И рохинья, людям некуда деваться совершенно. Как там рохинья появились? У них идет еще вражда, еще с давних времен. Первая такая вражда у них даже появилась, если не ошибаюсь, в 1785 году. У них какой-то конфликт вспыхнул. Потом эти конфликты вспыхивали регулярно. Дело в том, что в первой половине 19 века, в 1825, по-моему, году, англичане, великобританцы, они начали войну с Бирмой, с бирманскими властителями. И для того, чтобы, когда они занимали какие-то области, они заняли область Аракан, и для того, чтобы оказать себе поддержку в некоторых вопросах, они начали переселять в эту область этих самых жителей Бангладеша, то есть мусульман.
это нынешние, это предки нынешних рохинья. То есть, по большому счету, для того, чтобы там создать себе рабочую силу, британцы их переселяли туда, из Бангладеш, еще лет 300 назад. И у них еще тогда между этими пришлыми жителями Бангладеша и бирманцами возникали войны, потому что вот эти нынешние рохинья, вот, которые раньше были, которые раньше переселялись, жители Бангладеша, они были на стороне англичан. Они еще тогда боролись с бирманцами, получается. То есть у них идет очень-очень давняя вражда. Несколько раз в 19 веке были войны между Великобританией и Бирмой. И в этих войнах так или иначе участвовали жители Бангладеша, предки современных рохинья, которые там же проживали. И вот у них вражда шла еще с давних времен. В 1942 году очередной очень жестокий конфликт получился между рохинья и бирманцами. В этот раз англичане начали этот конфликт искусственно раздувать и начали именно рохинья поддерживать оружием, боеприпасами для того, чтобы там эта война шла. То есть, по большому счету, англичане там очень сильно сыграли по принципу «разделяй и властвуй». И вот в 1942 году у них жестокий конфликт возник. Потом периодически эти конфликты возникали. Все шло. И у них идет своя давняя война, к сожалению. Далее. Есть такой буддийский монах Ашин Виратху. Вы, наверное, видели его фотографии, там лицо бирманского террора, там журнал Time еще несколько лет назад опубликовал его фотографию. С виду такой небольшого росточка мужичок, ему где-то, по-моему, лет 45, если не ошибаюсь. Он считается фактически бирманским Гитлером, потому что он проповедует именно теорию своего расового превосходства. И в 2002, если не ошибаюсь, году он уже на тот момент где-то со своими речами заряжал людей на ненависть к рохинья, короче, уже где-то в каких-то там северных провинциях создал беспорядки, в результате которых погибли люди. И его тогда еще власти Бирмы посадили аж на 25 лет. Однако в 2011 году была всеобщая амнистия, и его выпустили. И его не просто выпустили, а вскоре он оказался настоятелем, или как у них там называется, руководителем монастыря. И у него в подчинении сразу появились 2500 буддийских монахов. То есть фактически этот человек сейчас имеет даже чисто вот своих, как бы, свою такую группу, свою команду, 2500 чисто своих же монахов, которые так или иначе должны делать все, что он скажет. И это очень страшная вещь на самом деле. И он занимается тем, что ездит по разным провинциям Бирмы и проводит вот эти свои речи, напутствия. Он входит в некую организацию 969, так вот цифрами и записывается. И с этой организацией у них связана какая-то своя целая большая философия, но там, наверное, многообразная, но одно из таких очень ярких направлений этой организации — это фактически фашизм, фактически расизм. Он проповедует, они проповедуют то, чтобы всячески оттесняли народ рохинья. Они проповедуют, чтобы бирманцы вообще ничего у рохинья не покупали, чтобы не устанавливали с ними никаких отношений. То есть вот берут просто даже тупо рисуют на всяких там магазинах, на стенах цифры 969. Это по тамошним делам это практически то же самое, что фашистская свастика от Цолчох. И вот эта вот организация 969, их российская эта организация, она с каждым днем набирает обороты. И вот этот вот монах Ашин Виратху, он так или иначе, его как бы правительство
Мьянмы, Мьянма и Бирма. Объясню, что это такое. Раньше называлась Бирма, но начиная с какого-то года, не помню, военная хунта, которая пришла к власти в Бирме, она переименовала страну в Мьянму, потому что название Бирма самим бирманцам, говорят, особо не нравилось. А название Мьянма им нравится больше, оно у них там на их языке что-то там хорошее обозначает. Вот. И правительство этой Мьянмы, оно фактически использует этого монаха Виратху, как бы он сам по себе, но на самом деле он играет на руку правительству. И он, как бы являясь общественным деятелем, вот всячески пропагандирует эту расовую неприязнь и пропагандирует неприятие мусульман вообще, и неприятие конкретно рохинья, для того, чтобы их выдавить со своей страны или уничтожить просто-напросто. Цифры, которые вот сейчас называются, они очень сильно расходятся, которые вот в данный момент. И ситуация там, конечно, меняется с каждой секунды, с каждой минутой. Буквально несколько дней назад одна из европейских организаций мусульманских сделала доклад, в соответствии с которым за 3 дня в штате Ракхайн было убито более 3000 рохинья. До этого поступали сообщения о том, что буквально за несколько дней было сожжено 4668 домов. Потом поступали сообщения, что после этого были сожжены 2550 с чем-то домов. То есть поступали сообщения о массовых захоронениях. Я уже не говорю о надругательствах над женщинами рохинья. Это уже отдельная статья, это тоже массовое явление. И в данной ситуации получилось так, что, к большому сожалению, в марте этого года в Организации Объединенных Наций было некое мероприятие, где так получилось, что готовили резолюцию по ситуации в Мьянме, и Китай выступил против этой резолюции. Китай выступил против этой резолюции, так как Китай является партнером этой страны, и китайцы их поддерживают. Они в том числе одной веры. И получилось так, что Россия поддержала Китай в этом вопросе, потому что в свое время Китай поддержал Россию, короче, в сирийском вопросе. Они как бы глобальные партнеры в этих вопросах. И нам, конечно, неприятно, что там гибнут мусульмане, и что так или иначе у нас получается позиция общая по стране вот такая вот. Но мы очень надеемся, что эта ситуация как-то изменится. И, как говорится, будем молиться за наших братьев мусульман рохинья, которые переживают сейчас очень бедственное положение. Что я еще хотел сказать? Ну, вы хорошо знаете, что завтра, 4 сентября, в городе Грозный, муфтий нашей республики объявил проведение митинга. Люди со всей республики готовятся прийти на этот митинг. Конечно, никто никого там не гонит из-под палки, никто никого не заставляет, тем более. Просто люди узнали, что проводится, и уже слухи такие, информация такая, что похоже, что вряд ли в республике кто-то останется или дома, или на работе в это время. Так что завтра мы сможем как бы всенародно заявить о свой протест по этому поводу, заявить о своем желании для того, чтобы мировое сообщество принимало более конкретные меры, принимало более действенные меры, и для того, чтобы эта проблема все-таки была решена. Я, честно говоря, не представляю, как можно решить эту проблему, потому что эти два народа уже
в этих кровавых событиях зашли настолько далеко, что они, в принципе, не смогут ужиться друг с другом. Как будет решаться эта проблема, в принципе, непонятно. Это тяжелейшая проблема. Но мы будем надеяться, что Всевышний даст разум людям, которые должны эту проблему решить, и натолкнет их на правильное решение проблемы. И мы будем молить Всевышнего за то, чтобы он помог нашим братьям Рахине, которые погибают сотнями, тысячами погибают в этой стране. К сожалению, эта страна очень далеко, она труднодоступна, и кроме гуманитарной помощи, кроме каких-то возможностей, допустим, применить. Я просто не хочу в прямом эфире говорить такие вещи, но я думаю, что будет, надеюсь, что будет еще более действенная помощь. Дал Аллах дикнакхарду. Я специально сейчас рассказал все, что знаю об этой стране, об этой ситуации. И чтобы больше было информации. Знаете, что еще интересно? Премьер-министр этой страны, женщина, я уже не помню, как ее зовут, у нее имя такое, достаточно трудное для нашего произношения. Она является лауреатом Нобелевской премии мира. Представьте себе. Очень интересно получается с этой Нобелевской премией мира. То ее вручают Бараку Обаме, который развязал и поддерживает войны по всему миру. Теперь ее дали женщине, общественному деятелю в Бирме, которая, как только пришла к власти, начала фактически этнические чистки. Так что очень много получается, очень много вопросов уже к Нобелевской премии мира, и что она из себя представляет, и какой она смысл уже несет. Добавок к этому очень интересна другая ситуация. Есть очень много правозащитников в Российской Федерации, да и не только в Российской Федерации. Есть всякие там телеканалы, газеты, журналы, которые всегда очень сильно заботились о том, что происходит в Чеченской Республике. Где-то кто-то не так упал, где-то что-то случилось, где-то какие-то слухи. Где-то это, может быть, было правдой, где-то нет. Но по каждому поводу, всему, что происходило здесь, они поднимали истерию очень большую, очень конкретную. А теперь происходит реальный геноцид целого народа. Пусть это не наша страна, пусть это где-то на Востоке, но мы уже давно, глобализация достигла такого уровня, что сейчас уже даже далекие страны не являются далекими. Мы из средств массовой информации, если даже молчат средства массовой информации, из социальных сетей мы узнаем оперативно о любых ситуациях, которые происходят в мире. И сейчас далекие страны стали намного ближе уже. И получается так, что мы воочию видим, что разные так называемые правозащитники, разные такие либеральные там интернет-каналы, газеты, журналы, видим, что явно видно, как они просто-напросто отрабатывают свои заказы. Просто-напросто отрабатывают свои заказы. Ну как так можно? А когда реально происходит такой беспредел в мире, когда реально происходит такой геноцид, они молчат. Вот такая вот ситуация. Дорогие друзья, будем ждать развития событий и будем очень сильно надеяться, что эти события приведут к решению проблемы народа Рохинья в Бирме. Так, сейчас попробуем прочитать ваши сообщения. Так, люди, неправильно говорить буддисты. Тут вопрос терроризма на государственном уровне Мьянмы.
Мне очень интересно, кто это господин Авайсов, потому что он явно очень хорошо подкованный в политическом плане человек. Господин Авайсов, вы кто? Так, у вас бы и мне поучиться. Так, Аслан 490. Ассаламу алейкум, Иса царна, одяш, ца, уйтеш. Аслан, не знаю пока. Была такая организация, вернее, есть, наверное, организация Сальсабиль, которая там гуманитарную помощь собирала, возила туда. Сейчас, в последние дни, я что-то о них не слышу, но люди, да, им помогают. Наш известный адвокат Мурад Мусаев с ними ездил туда. Так, Минкайл, буддисты по-любому наши враги. Ну, может быть. Буддисты. Я не могу такие вещи говорить в эфире. Буддисты сами не могут быть врагами, наверное. А вот те, кто занимается террором и фашизмом, они, да, они точно враги. Так, дальше. Дальше. Сегодня видел информацию, что 500 талибов к ним присоединились. Так, 500 талибов к ним присоединились. Да, я тоже это видел. Ну, наверное, это хорошо, но я, честно говоря, не знаю, что смогут там изменить 500 талибов. Так, Минкаилов. Так, Турция берет на себя все расходы на прием и проживание беженцев в Бангладеш. Да, есть такое. Реджеп Эрдоган выступил с такой инициативой. Более того, президент или премьер-министр Турции Эрдоган озвучил очень многие интересные вещи, так что в этом процессе он себя показывает с наилучшей стороны, как мусульманин. Так, что там еще? Ислам 4194. Рамзан, введи войска. Так. Да уж, если Рамзан туда ведет войска, то сразу мы станем террористами номер один. Сразу тогда заговорят уже об этом. Так. Официал Music Group Erskar. Необходимо отправить ноту протеста. Ну, я так думаю, ноты протеста были и будут. Значит, Бирма изначально она была мусульманской страной. Нет, ислам. Бирма не была мусульманской страной изначально. Дело в том, что Бирма-то сама, она страна, в которой проживают буддисты. 53 миллиона буддистов там проживает, то есть бирманцев. А вот одна провинция Аракан, штат Аракан или штат Ракхайн, как его еще называют, вот этот штат, там тоже проживают араканцы, которые тоже являются буддистами, но в этом штате проживает еще около 1 миллиона рохинья. То есть Бирма не является мусульманской страной и никогда ее не была. Борщиков М. Мне кажется, что это чей-то заказ, иначе зачем эти массовые убийства, они же сами афишируют. Борщиков, совершенно согласен, очень странно все это как-то. Они закрыли доступ туда, назвали это красной зоной, все закрывают, но почему-то при этом рассылают фотографии и видео, вот это действительно странно. Так что я согласен, вполне может быть, что это провокация. Борщиков М. Фотографии профессиональные. Да, конечно, профессиональные фотографии. Они не на телефоны сделаны, явно. Так, официал Music Group Erskar. Сам христианин, но буду участвовать. Христиане с вами. Спасибо большое, спасибо, очень приятно. Кстати, могу сказать, что даже Папа Римский как бы призвал к защите мусульман Рохинья. Глава католической церкви этой страны Бирмы сказал, что за это заявление его могут убить, но он призывает как бы людей помочь людям Рохинья и призывает остановить это кровопролитие. Так что очень многие люди как бы
Вот вы говорите, так, Music Group Astar, вы говорите, сам христианин, но буду участвовать. Вам, конечно, очень большое спасибо. Но вот, по большому счету дело даже не в том, что они мусульмане. Они точно так же могли бы быть и христианами, и точно так же могли бы быть и буддистами. Вопрос же не только и не столько в том, что они мусульмане. Вопрос в том, что сегодня в современном мире, который грезит демократией, грезит там справедливостью, там, хотя ее нету, конечно, говорит о высоких материях. Сегодня в одной из стран Юго-Восточной Азии каждый день тысячами убивают людей и проводят этнические чистки. Тут дело не только в мусульманской религии, тут дело вообще, в общем, так сказать, стыдно за человечество даже. Ислам 41 плюс, евреи, походу, вполне возможно. Мухаммад, так, Мухаммад, ничего себе премия. Да, вот представьте себе. Причем вот эта вот женщина, госпожа Аюм, как ее там звали, не помню. Она там у них в общей сложности, военная хунта ее там держала в заперти, она там 15 лет просидела в заперти, под домашним арестом, они ее не выпускали. Она была замужем за каким-то иностранцем, то ли канадцем, то ли еще кем-то. В общем, вообще какая-то запутанная история. И получается так, что она все это отсидела, она все это прошла, возглавила какую-то партию, пришла к власти, сейчас является премьер-министром. Поговаривают, что это именно она управляет этой страной сейчас, несмотря на то, что там есть еще и президент. Так что и она еще и лауреат Нобелевской премии мира, и мы видим, как она использует свой статус Нобелевского лауреата. Так, как и Обаме, да, Борщиков, как и Обаме. Аслан связь выбрасывает. Нехорошо. Но мне, когда звонят, поэтому выбрасывает связь. Мадина куда? Интересно же, за что она получила эту премию. Ну, она эту премию получила за борьбу с военной хунтой, которая была до этого в Бирме. Вот. И, честно говоря, люди пишут, что на нее очень большие надежды возлагались. Вот Рахиня даже на нее очень большие надежды возлагали. Считали эту женщину очень, скажем, порядочной, очень доброй, деятельной, что вот она, когда она придет к власти, она решит там проблему Бирмы и в том числе решит проблему Рахиня. Но после того, как она пришла к власти, получается, что начались просто-напросто этнические чистки мусульман. Вот такая ситуация. Зубайр дал беком бойлцайн. Амин, Зубайр, амин. Так, Мадина куда получила? Мухаммад, молчат все СМИ. Да, молчат все СМИ. Конечно, молчат, потому что в данном вопросе Россия поддержала Китай, во-первых, поэтому все не хотят идти в разрез с определенной политикой. Ну и, соответственно, им это не интересно. Нет заказа на это. Заказ бывает, заказ всегда есть на Чечню, чтобы здесь что-то такое нарыть, чтобы такое сделать. А там заказа просто нет интересов определенных. Вот и молчат СМИ. Борщиков, страшно представить, кому дадут эту премию в будущем. Да, вот именно, господин Борщиков, с каждым разом эта премия дается все более жестокому человеку, это очень интересно. Так, Аиш 1479. Аллах да лагодуэл царах кахиеташ дуаглош лоскса. Амин. Да, мула, да лагодуэл царь. Мадина Кудаева, фурия, она просто по лицу можно определить фурия. Ну да, похоже, Мадин. Аиш 1479. Дейла, страшная, родная, без цер. Страшная, родная, без цер. Так, не понял, что это. Аслан, дерес хулхун иса дикпайт и цехюгар. Аллах дала одуэл цан. Цубиохумншн бекам бойл. Дерес хул, Аслан. То, что я читал,
Если в тех источниках, которые я читал, если там где-то была неправда, то, может быть, я где-то и неправду сказал, но вроде бы Бог да Эллам Хейцуны. Дерез Масар Нахил. Мадина Кудаева, Дерез Хил Айса. Масар Нахил Мадин. Так, взломщик Зубайр. После окончания университета Аун Сан Су Джи жила в Нью-Йорке и работала в ООН 3 года. Вот именно, да, я про это забыл. После окончания университета она действительно жила в Нью-Йорке и работала в ООН, представьте себе. Так, вот, Аун Сан Су Джи, вот, спасибо, взломщик Зубайр. Так, Римма 4765, привет, привет, Римма. Аиш 1479, какие у них страшные рожи у этих террористов. Да, рожи действительно страшные, ничего не скажешь. Так, Максимус 691. Можешь скинуть инфу, что по ошибке погибло, да? Да. Максимус, вполне возможно, тогда мировые лидеры заинтересовались бы этой проблемой. Вполне возможно. Так, Зубайр, Меркаш Хан Ю, да, Меркаш Хан Ю уже. Так, Фатия. Так, ну если есть исламский, почему нет тогда буддийский? Я про терроризм. Нет ни исламского терроризма, ни буддийского терроризма. Терроризм не имеет национальности. Я понимаю, Фатима, о чем вы. Правильно вы говорите. Так, Ибрагим Динбери. В колонии английской была она? Да, была. В колонии английской была... Я не знаю, честно говоря, захватили ли британцы Бирму или нет, но несколько раз, еще в 19 веке, 3 раза они, англичане с бирманцами воевали, и бирманцы 2 или 3 раза потерпели сокрушительное поражение, и англичане вроде бы не оккупировали территорию Бирмы, но посадили их на очень жесткие условия. Фактически они и дань им платили, и всякие там другие моменты шли навстречу. В общем, много чего там было. А так, англичане их победили, но вроде бы не оккупировали. Вот так вот. А английской колонией был штат Аракан. Штат Аракан, штат Ракхайн, в котором сейчас проживает Рохинья, вот этот штат был английской колонией. И даже одно время был присоединен к Индии. Вот так. Так, Ибрагим Димбери. Почему-то Мусаев Мурат там начал какую-то миссию, но почему-то приостановил свою деятельность. Я не знаю, к сожалению, лично Мурада Мусаева, хотя хотелось бы знать. И не знаю насчет его работы там, насчет миссии, опять же, к сожалению. Но я думаю, что работы его миссии оказывали бы очень большое противодействие со стороны бирманских властей. То есть, фактически, уж что, а адвокаты, правозащитники Рохинья им там точно не нужны. Так что, скорее, вполне возможно, что перед Мурадом создали невозможные условия, что он просто не смог продолжить деятельность. А может, просто на время свернул и готовится к чему-то новому. Я не знаю, к сожалению. Но то, что там наверняка ему оказывали очень большое противление, это однозначно. Аслан 491. Иса и папа Голи Махали Хагоч Сюртя. Бубо хоч бусул нахал. Ну да, папа римский. Я на своей странице в Инстаграм сделал репост его речи. Он там выражает беспокойство и призывает к установлению мира там, да? Он один, Оли Хелопуштует. Вот из всех лидеров арабских стран Осна Алехц, Виста Хольш, Осна поддержки Еш. Единственное, глава республики Рамзан и президент Турции Эрдоган. Причем Эрдоган
президент отдельной страны, Волшеша, он уже начал предпринимать активные действия, вроде бы, да, мулаха, наши активные действия тоже будут не за горами. Так, Мали 444. Не хочу опровергать вашу версию, но их убивают именно потому, что они мусульмане. Так, Мали. Так, как бы это сказать? Да, их убивают, потому что они мусульмане, их убивают, потому что они другой веры, другой религии, другой расы, и их убивают, потому что они пришлые люди. Причину этому, в принципе, с какой стороны посмотреть, как бы, там же еще проживают другие мусульмане, есть там еще мусульмане, которые не являются рохинья. Их вроде бы как не трогают. Есть там какая-то прослойка мусульман, которые не являются этими рохинья. Их вроде бы как не трогают. Так я не опровергаю твои слова, что их убивают там, потому что мусульмане. Да, их убивают в первую очередь из-за того, что они мусульмане. Но там еще играет роль очень много факторов. Я о них рассказывал сейчас в своей речи. Сейчас повторяться, наверное, не стоит. Ибрахим Динбере. Ассаламу алейкум, Иса. Раньше брали транспаранты в рекламных агентствах. Интересно, теперь изготовили их к завтрашнему митингу. Вряд ли в рекламных агентствах транспаранты изготавливают, потому что митинг такой самостоятельный, народный. И по идее там должны быть не транспаранты, вообще на митинге должны быть не транспаранты, которые в рекламных агентствах изготавливаются, а должны быть написаны собственноручно, своими руками, фломастерами, должны быть всякие плакаты. По идее так это делается, так и должно быть. Конечно, изготовили и какие-то транспаранты наверняка, но я считаю, что все-таки они должны быть сделаны своими руками. Дальше поехали. Малх 88. Добрый вечер всем. И вам добрый вечер, Малх 88. Так, Мападе Ахмат Октябрьский. Бюсти Кёйл, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Мападе Октябрьский. Мападе Ахмат Октябрьский. Муо Айса. Нормально, дикуда, молодые резко. Безумный мир. Лайк вам тоже спасибо большое. Минкайл 95 КЛМ. Иса. Что, Минкайл? Слушаю. Сегодня где ночуешь? Минкайл, завтра утром на работу, так что сегодня придется ночевать дома. Сегодня дома ночую. А вот на следующую субботу, воскресенье собираюсь ночевать, обратно залезть на гору Бандук и переночевать на горе Бандук, утром встретить рассвет на этой горе. Если хотите со мной, милости просим. Так, официальный Music Group Эрскар. На мой взгляд, все должны объединиться, вся Россия. Абсолютно согласен, господин Music Group Эрскар. Правильно говорите. Все конфессии, правильно говорите. Срочно президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил, что сегодня 0:30 до 3:30 попросил, чтобы все выключили телефон, сотовый, планшет и положить. Адлан М. Адлан, вот это вот, вот этот прикол ходит очень давно. Сначала он ходил, от правительства Сингапура, потом он еще от кого-то, теперь президент России, в этой смс-ке, которая ходит, в этой смс-ке нет даты, то есть это полнейшая ерунда. Не рассылайте эту вещь, абсолютно несерьезная вещь. Адлан, так, Аслан 491, Аллах дал эту бойл цугумант Рамзани, Таиб Реджеп Эрдогани. Да, лацарщина, ундел самболил массу бусу блидешь. Амин, амин. О, круто. Так, что круто, интересно. Так, друзья, я, наверное, домой поеду и сохраню эфир, чтобы по возможности люди смогли тоже прочитать его. Вот такая вещь. Дал эту бойл массира, дал конфетам бойл бусу пшнага. Одинена бусу пшнахан сингат там бокш, бусу на хайзош мелбу однон.
Мелво бьюхум шандал кэлюэчэ. Так, Дейлрес Хейл хотел уточнить. Так, Fashion бутик Фирдоус. Это почему? Fashion бутик Фирдоус. Что почему? Я не понял вопроса. Ибраим Динбери интересуется ночевкой из-за того, что заладился раньше. В принципе, в смысле заладился? Как, что заладился? Что это значит? Ибрагим Динбери. Что значит заладился? Так. Fashion бутик Фердоус. Ничего выключать не надо. Но единственное одно правда. Телефоны всегда надо класть подальше от себя. Вот так. Малх 88, привет. А меня Аллах. Щаблудились. Ибрагим Динбери. Так. Да, из-за того, что, знаешь, Ибрагим, из-за чего? Из-за того, что не заблудились, я очень хотел посмотреть, там по другую сторону, говорят, отвесная пропасть такая, по другую сторону вот этой горы. И я очень хотел посмотреть сверху, но один раз, когда шел на эту гору... Алло, Дади? Болга, варсуин цавохшун, минут 15 такой. Давай. Так, мама звонила. Так, вот такая вот вещь. Я не смог с этой горы посмотреть вид, и поэтому хочется все-таки посмотреть. И что? Все, давайте, дал эту бой.